С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 14 июня, пятница, и сегодняшняя дата отмечена в календаре знаменательных дат и событий как Всемирный день донора, Всемирный день блогера и День работника миграционной службы России. А если обратиться к народному календарю, то в этот день следует понаблюдать, как восходит солнце. Если небо при этом чистое и лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой. Но с восходом мы уже опоздали. А у девушек для этого дня были свои обряды. Например, если красавица хотела избавиться от назойливого поклонника, ей нужно было сорвать ветку ивы и воткнуть между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно провести вечер сегодняшнего дня, и тогда в жизни все будет хорошо, будет семейное счастье. Вот такие вот события сегодняшнего дня. А чем интересно удивит нас погода? Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 5-9 градусов тепла, а днем ожидается 20-23. В Заречье утром было 5-17, днем ожидается 21-24. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила 6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 15 градусов. В Вилюйской группе улусов 5-7 градусов, это утренняя температура, а дневная 20-22. В Нижнеленских улусах плюс 6, плюс 7 утром было, и днем ожидается 17-18. На западе в 6 часов утра было плюс 5, а днем ожидается потепление до 24 градусов. В Колыму-Дегирских улусах самая жаркая температура сегодня установится плюс 30 градусов, это дневная температура, а утром у них было плюс 10, плюс 20. В Вианских улусах плюс 5, плюс 10, это утренняя температура, а дневная 14-22. На северо-западе плюс 5, плюс 8 утром и днем плюс 7, плюс 16. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 9 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, днем ожидается 20-22 градуса, без осадков. Ну, друзья, конечно же, не забывайте, что новый день для вас всегда работает только в прямом эфире, поэтому смело отправляйте свои сообщения на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Это могут быть по традиции ваши приветы, вопросы нашим гостям, пожелания, поздравления. У кого-то сегодня, возможно, свадьба, пятница же, наконец. Ну, а наш эфир продолжит мои коллеги из службы новостей. После их выпуска я к вам обязательно вернусь, так что не переключайтесь. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день», и мы продолжаем наш утренний эфир. Итак, на календаре сегодня 14 июня, и ежегодно в этот день в разных странах мира отмечается Всемирный день донора крови. Стать донором может абсолютно любой здоровый человек старше 18 лет и с массой тела свыше 50 килограмм, который не имеет противопоказаний к донорству. И в канун Дня донора на станцию переливания крови съездила наша съемочная группа. Станция переливания крови ежегодно проводит более 12 тысяч донаций. Перед процедурой потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя прием у врача-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование. По всей республике на сегодня числится более 10 тысяч доноров крови. В году донор может сдать, если это кровь, до 5 раз. Если он сдает плазму или тромбоциты, то он может сдавать каждые 2 недели. Но для того, чтобы быть донором, нужно быть тоже здоровым человеком, вести здоровый образ жизни, для того, чтобы ваша кровь была полезной. Все группы крови одинаково необходимы. 50% населения Земли – люди с первой группой. Именно они являются универсальными донорами. А вот обладатели универсальной плазмы – носители 4-й группы крови. Кровь и плазму можно сдавать на постоянной основе, а можно адресно.
Галина Зуева привела сегодня весь коллектив, чтобы помочь своей коллеге. Она у нас находится в больнице, и нас весь коллектив попросили подойти и сдать для нее кровь, помочь спасти жизнь. Ой, мне кажется, это вообще важно. У меня прям до слез это сегодня, что вот нас позвали, я прям с таким этим, мы все равно поможем, даже не ей, может, какому-то другому человеку. Считаю, что это очень важно, потому что крови не хватает, как нам сказали в больнице. Чтобы спасти одного человека, часто бывает так, что нужна кровь многих доноров. Например, при сложной операции может потребоваться кровь от 50 человек. Категоричное противопоказание – это, конечно, человек, если переболел гепатитом. Вот. Если он, конечно, заражен ВИЧ-инфекцией и другими гемотрансмиссивными заболеваниями. Это абсолютное противопоказание. Если человек страдает повышенным артериальным давлением, то тут нужно тоже смотреть. Если это давление не высокое, то это не является противопоказанием. Если давление, конечно, высокое, и у него уже гипертоническая болезнь, это тоже является противопоказанием. Если человек сдает в первый раз кровь, и ему еще нет 20 лет, он может сдать дозу 350 мл. А так физиологическая доза считается 470 мл. В этом году День донора проходит под лозунгом «Безопасная кровь для всех». Если вы хотите сделать свой вклад во спасение чьей-либо жизни, можете подходить по будням по адресу Петра Алексеева, 87. С собой документ, удостоверяющий личность. Мария Павлова, Семен Афанасьев. Новый день. А на дворе каникулы. И каникулы ассоциируются у нас с летом, отдыхом, я извиняюсь, путешествием, купанием и ничего не деланием. Словом, этот период, когда дети проводят время где угодно и как угодно, но только не за тетрадкой. Конечно, отдыхать можно и нужно, однако не стоит забывать и о списке книг обязательного прочтения на лето, куда, конечно же, входят произведения Пушкина, Толстого, Лермонтова. Кстати, о последнем. Как выяснила наша съемочная группа, не все наши горожане помнят автора строк. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Помните ли вы, из какого произведения эти строки и кто их автор? Присылайте свои варианты ответов на наш короткий номер, WhatsApp номер 8914 279 2262. Ну а теперь давайте посмотрим, как ответили горожане на этот вопрос. Под правильным чтением книги имеется в виду хорошее освоение прочитанного. Что случается, если вы неправильно читаете? Нет мотивации даже приступать к чтению или материал достаточно объемный, то застревайте в самом вступлении. У вас будет слабая концентрация, когда вы очень часто отвлекаетесь, то приходится перечитывать все заново, будь то предложение или, что хуже, страница. Чтение будет само по себе малоэффективным с точки зрения пользы и запоминания информации для будущего воспроизведения. Возникает ли у вас проблемы при прочтении книги? Ну, конечно, нехватка времени сейчас у всех сказывается. Да, иногда бывает, потому что информация пишется иногда на слишком трудном языке, и это трудно усваивается, слишком научно пишется. В основном, если книга философская, иногда непонятно, там несколько раз перечитываешь, только тогда. Для того, чтобы научиться правильно читать, требуется 3 шага. Ознакомление с какой-то единицей объема материала, это может быть описание, аннотация книги и просмотр всех глав. Потому что мозг способен воспринимать информацию тогда, когда у него будет основа и детали, которые он будет заполнять. Стоит определить вопросы, на которые должна будет ответить книга. Не сделав это, просто потратите свое время зря и не сможете полностью сконцентрироваться. Перефразирование информации как устно, так и письменно поможет лучше вникнуть в суть. Прочитав одну страницу, можно и больше проанализировать для себя, о чем шла речь и что автор хотел сказать. Отдельные советы расскажет Айсена Сыроватская, владелица книжного магазина. Все мы на самом деле отвлекаемся, если не уделяем промежуток времени, в который мы должны быть концентрированы. То есть такой метод помодоро, это когда вы 20 минут делаете одно дело. То есть надо просто засечь таймер, поставить 20 минут, я читаю, и не отвлекаться. То есть если такого не делать, не ставить себе дедлайны, сроки, то, конечно, будут всегда отвлекающие факторы, всегда будут дети тут мешать, тут кто-то говорит, да, поэтому найти себе удобное место, отвести 20 минут на чтение и вот сконцентрироваться. Но если вы отвлекаетесь, это неплохо. Книги надо прорабатывать, с ними нужно работать, чтобы их усвоить, то есть подчеркнуть, сделать закладку, вернуться к этой мысли заново. То есть удобнее работать не с бумажной книгой, но, например, если это развлекательная литература, вы хотите просто отдохнуть, то можно и электронно взять, да? Или, чтобы иметь всегда под рукой, конечно, удобнее электронную иметь. Советую делать трекер, это
Просто вы отмечаете 14 дней, ну или 21 день, говорят, нужно, чтобы привычка укоренилась, и 21 день отмечаете. И когда у вас есть мотивация сделать галочку просто, вы уже будете это делать. Вы можете себя как-то вознаградить. Да? Например, я куплю себе какую-нибудь большую вещь. Вообще, я бы сказала, все начинается с собственного примера. Если родители читают, то ребенок тоже будет заинтересован. Но надо не просто говорить, вот мы читаем, и ты читай. Не только показывать пример, но и с ребенком вырабатывать привычку. Главное, чтобы ему было интересно, он втянется и будет уже сам просить. И будет вспоминать, что чтение – это приятное времяпровождение с мамой, с папой, а не такое вымучивание. То есть именно должны быть приятные ассоциации со чтением. Тогда, конечно, ребенок будет всю жизнь читать. Правильное чтение книги коренным образом меняет, с какой эффективностью вы будете запоминать информацию, усваивать и лучше станете размышлять. Владимир Протопопов, Семен Афанасьев, Новый день, Якутск. Ну а пока шел сюжет о правильном чтении книг, наши телезрители, конечно же, уже присылают нам свои варианты ответов на мой вопрос, кто автор этих строк. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Пишут Лев Толстой с вопросительным знаком. Один абонемент пишет Наполеон почему-то, да. Ну, конечно же, это Лермонтов, Бородино, и ответили на него довольно-таки много наших телезрителей на этот вопрос. Ну, а теперь давайте вновь, я вновь призываю вас обратить внимание на экран телевизоров и посмотреть, как же наши горожане справились с этим вопросом. Кто ввез картошку в Россию? Колумб. Картошка в России, крестьяне, а как же? Петр Первый. Петр Первый. Петр Первый, по-моему. Петр Первый? Петр Первый? Петр Первый. Петр Первый, по-моему. Кто открыл Берингов пролив? Сейчас. Так. Не знаю. Берингов. Беринг. 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 Берингов? Наверное, Беринг, нет? Верно. Витус Беринг. Витус Беринг. Правильно, да. Что пересадили шарику в собачьем сердце? Ну, пересадили. Что-то связано с гормональным, что-то было. Ему ноги сделали. Человеческое тело ему дали, да. А, сердце? Сердце. Ну, сердце, наверное, человеческое, да? Нет. Ой, даже не знаю, что-то. Ну, я не люблю Бога говорить. Подождите-ка. В мозгу что это было? Мозг. Мозг. кто написал эти строки? Точно вы знаете. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, сожженная пожаром, французу отдана. Так, кто это был? Толстой, нет. Да? Пушкин. 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 Пушкин? Нет, не Пушкин. Не Лермонтов? Лермонтов. Это Лермонтов. Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Лермонтов. Да, Лермонтов. Произведение как называется? Господи, Бородино, да? Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Блин, я прекрасно знал. Ну, Лермонтов. Что больше, 1/2 или 2/4? 1/2. Наверное, 1/2. 1/2. 1/2, конечно. 1/2, по-моему, больше, чем 2/4. 2/4. Они одинаковые. Они одинаковые, по-моему. Так, они равны? Равны. Это 0,5. Мы, конечно же, знаем, что современная молодежь очень разная, и поэтому музыкальные вкусы у каждого разные. Но все же можно выделить 4 самых популярных стиля музыки, которые распространены среди современной молодежи. Об одном из таких направлений наш следующий сюжет.
Инди, рок, хип-хоп и клауд-рэп считаются популярными на данный момент музыкальными жанрами. А давайте узнаем, чьим песням любит подпевать современная молодежь. Нирвана, AC/DC, Рамштайн. Электронную музыку? У меня нет какого-то определенного жанра. То, что нравится, то и слушаю. Я люблю слушать старые советские песни. Группа Straight Out – недавно образовавшаяся группа школы современной музыки «Дом музыкантов», которая открылась в сентябре 2018 года и уже может похвастаться талантливыми учениками. Я вообще хожу в ДШИ 6 лет. И там занималась академическим вокалом, то есть пою в хоре. И в лагере, в прошлом году я нашла объявление в Инстаграм, решила записаться, и там началось, это все начала отходить от академического вокала, мне это понравилось, и я решила остаться в этом жанре. Я слушаю очень много жанров, разные среди них, типа ретро-вейв, но в основном я слушаю рок. На самом деле всегда очень хотелось попробовать поиграть на ударных, как-то не чувствовалось, что я могу. И на концертах ты, когда поешь, получаешь удовольствие, то есть заряжаешься каким-то позитивом. Сила музыки, она объединяет людей. Группа Collarbone считается первой группой Дома музыкантов. Они успели исполнить песни собственного сочинения уже в нескольких улусах, и на этом они не остановятся. В ней обучают как новичков, так и матерых ребят. Collarbone переводится как ключица, и мы просто выбрали это назвать чисто из звучания. Просто в какой-то момент я подумала, почему бы не научиться играть на бас-гитаре. Я слушала одну песню, и эта песня дико мне понравилась, чисто из-за ритма. Я внимательно начала слушать ударные, и я подумала, я хочу на барабан. Песни могут собраться сами постепенно, или же в один миг просто вдохновение, эмоции могут вспыхнуть, и ты можешь написать что-то сразу. Она пишет текст, а я музыку. Занятие музыкой закаляет характер, улучшает коммуникативные навыки и развивает моторику рук. Интересный факт. Музыка вызывает активность в той части мозга, где вырабатывается гормон удовольствия, дофамин. Это значит, что музыка делает нас счастливее. Доброе утро! На календаре 14 июня. Ежегодно в этот день в нашей стране отмечается День работника миграционной службы. О том, как обычно отмечает свой персональный праздник работника миграционной службы, нам сегодня расскажет Сергей Букин, заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по нашей республике, полковник полиции, а также Аида Бурцева, начальник отдела по вопросам гражданства этого же управления, подполковник полиции. Доброе утро! В первую очередь я, конечно же, хочу, пользуясь случаем, поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Вы наверняка с утра тоже хотите поздравить своих коллег. Обязательно, как без этого. Ну, мы в первую очередь, конечно, хотели бы поздравить наших коллег с нашим профессиональным праздником, ну и, естественно, наших ветеранов. Ветеранов первоначально паспортно-визовой службы, потом в последующем наше ведомство было преобразовано в Федеральную миграционную службу. Естественно, появились ветераны Федеральной миграционной службы. Ну и с учетом того, что и времена меняются, естественно, законодательство меняется, и в последующем мы уже были преобразованы, вошли в структуру Министерства внутренних дел. Естественно, у нас появились свои ветераны уже, опять же, в системе Министерства внутренних дел. В первую очередь, конечно, мы желаем здоровья, благополучия, ярких, хороших событий, чтобы почаще в жизни происходили. Ну, естественно, здоровья, здоровья, здоровья. Я знаю, что этот праздник довольно-таки молодой. Расскажите, какова история вообще службы, миграционной службы? Ну, насчет молодого праздника здесь мы, конечно, скажем что-то... Вы можете поспорить, да? Да, можем поспорить, потому что история уже нашей службы практически 300 лет, потому что 298 лет. Существует нашему ведомству, потому что указом Петра I был предоставлен в Сенат указ, который наделял полицию функциями по проверке иностранных граждан документов, которые въезжали на территорию Российской империи, на тот момент город Санкт-Петербург.
Ну и, естественно, с тех давних пор и началась история нашей службы, которая постепенно, естественно, дожила до наших дней. Давайте вернемся в наш город. Да, я знаю, что на днях, вот буквально вот в среду, 12 июня, ваша миграционная служба провела акцию. Расскажите, вот, что за акция? Да, ну, естественно, символически в День России мы провели уникальную для нашего города акцию, являлись инициаторами данного мероприятия, привлекли наших сотрудников, наших коллег с информационного центра Министерства внутренних дел, потом с управления по ГАИ. Мы попытались, ну, естественно, наша попытка оказалась очень успешная, довести до граждан, что полиция может быть гораздо ближе. И, естественно, проводили свою акцию, направленную на то, чтобы граждане, и в частности жители города Якутска, могли воспользоваться всем спектром государственных услуг, которые предоставляет наше ведомство. В частности, именно Управление по вопросам миграции предоставляло 6 видов госуслуг. По линии ГАИ было предоставлено 2 услуги, информационный центр 1 услугу предоставлял. Пригласили наших коллег с МФЦ для того, чтобы они тоже могли по своему направлению оказывать услуги. Ну, естественно, для того, чтобы повысить мобильность нашей службы, мы воспользовались таким нюансом, как передвижной автобус. Естественно, всех коллег мы первоначально уведомили, подготовили организационные мероприятия и в последующем уже на 3 площадях города Якутска развернули свои все возможности. И получилось, что у нас за непродолжительный период времени, акция у нас проходила порядка 6 часов, более 150 граждан в городе Якутске воспользовались этими услугами. Да. Естественно, основной приоритет был сделан по категории граждан Российской Федерации. И самая востребованная услуга была – это оформление паспорта нового поколения и паспорта внутреннего, именно для, скажем так, использования внутри нашей страны. Сотрудники с ГАИ предоставляли тоже определенный параметр услуг, именно в части по наличию административных штрафов и сведения по наличию, значит, задолженности. Ну, действительно, преимущество портала госуслуги очень такого. Да, в 210-м указом и федеральным законом было прописано именно в части того, чтобы повысить качество и доступность услуг. И было 3 критерия. Это, в первую очередь, повышение качества предоставления госуслуг, чтобы человек мог путем предоставления или направления своего заявления на государственный портал в максимально короткие сроки получить государственную услугу. Процент этой услуги в настоящее время должен у нас по нашим критериям и показателям достигать не менее 70%. И самый важный критерий, как мы считаем, к чему мы стремимся, это минимальное ожидание в очереди. И в настоящее время это срок, скажем так, ограничивается 15 минутами. Аида Семеновна, расскажите, пожалуйста, вот новый указ вышел, да, президента об упрощенном порядке приобретения гражданства. В чем заключается указ? Да, очень действительно, миграционная служба, да, очень много государственных услуг, 20 с лишним государственных услуг предоставляет населению, да, в том числе входит туда государственная функция по именно приобретению гражданства. Законодательство о гражданстве каждый год вносятся изменения, да, усовершенствуются, да, дополнения. Да, и в соответствии в сферу этих событий, значит, 29 апреля текущего года указом президента Российской Федерации 187-м об отдельной категории граждан внесено изменение в Федеральный закон о гражданстве 62-й о приеме в гражданство отдельных категорий граждан Украины. Это ДНР и ЛНР, да, которые действительно постоянно проживают на территории Донецкой и Луганской областей, имеют право приобрести гражданство Российской Федерации. Что ж, огромное спасибо за интересную познавательную информацию. Я желаю вам удачи, отличного настроения, еще раз с праздником. Спасибо. Друзья, сейчас реклама. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 14 июня, пятница. И считается, что если человек рождается в этот день, то такие люди, как правило, невероятно сильные личности, которые независимы в своих суждениях, хорошо образованы и обладают большим количеством талантов. И сегодня я, пользуясь случаем, хочу поздравить свою коллегу Сардана Амукову с днем рождения. Сардана – это тот человек, без которого не обходится ни один наш утренний эфир. Человек-энерджайзер, человек-мотор.
Сардана, мы тебе желаем всего самого наилучшего. Оставайся такой же жизнерадостной, позитивной, радостной, самой-самой словом. Ну, а если говорить о природных приметах, то если 14 июня дует ветер с западной стороны, то в ближайшее время стоит ожидать ухудшения погоды. Ну, давайте теперь узнаем, что скажут по этому поводу синоптики, с какой стороны сегодня будет дуть ветер. Прогноз погоды на канале НВК Заха. Итак, сегодня днем в центральных улусах ожидается 20-23 градуса, в Заречье 21-24, на юге воздух прогреется до 15 градусов тепла, в Илийской группе улусов 20-22, это дневная температура, в Нижнеленских улусах 17-18, на западе днем ожидается 21-24, в Колымо-Дигирских улусах 20-30 градусов тепла, в Янских улусах 14-22, на северо-западе 7-16 градусов. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 9 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, и днем ожидается 20-22 градуса без осадков. А сегодня, 14 июня, свой 95-летний юбилей отмечает бессменный директор Дворца детского творчества Фаина Авдеева, которая руководила с 1953 года по 2009 год. Символично то, что Фаина Иннокентьевна, признанный лидер якутской пионерии, родилась в год создания пионерских отрядов в Якутии в 1924 году. И на днях было принято решение о присвоении имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой Дворцу детского творчества. Свою трудовую деятельность Фаина Иннокентьевна Авдеева начала в 1942 году старшей пионер-вожатой и учительницей младших классов школы номер 7 города Якутска. Уже в те годы ярко проявился ее организаторский талант. Фаину Иннокентьевну приглашают на работу в комсомольские органы. А в 1953 году ее назначают директором Якутского дворца пионеров. Придя на работу во дворец, Фаина Иннокентьевна подобрала активный, знающий коллектив педагогов. Поэтому каждый ребенок здесь находил себе дело по душе. За время своей работы во дворце Фаина Иннокентьевна шаг за шагом превратила его в методический и организационный центр. Совершенствуя свое мастерство, коллектив дворца выходит на всесоюзную и международную арены. Ежегодно работы кружковцев экспонировались на ВДНХ в Москве. Воспитанники дворца, юные хомусисты, неоднократные победители международных фестивалей в органной музыке. С помощью народных пожертвований и помощи правительства республики в 2003 году вступила в строй радость и гордость дворца. Это астрономическая обсерватория, первая на Дальнем Востоке. По инновационным программам во дворце работали экологический центр, бизнес-центр, центр игры «Сонор», школы информатики, юных геологов, английского языка, клубы юных астрономов и правоведов. Особое внимание Фаина Иннокентьевна уделяла работе со старшеклассниками, их профессиональной ориентации. Десятки тысяч кружковцев разных поколений вынесли из дворца доброту, чуткое отношение к детям. Многим из них путевку в жизнь дал именно дворец. Сегодня Дворец детского творчества – это многопрофильное учреждение дополнительного образования, в котором занимается свыше 8 тысяч учащихся по 6 направлениям. Дворец детского творчества по-прежнему является главной творческой площадкой столицы. Отрадно, что на днях принято решение о присвоении имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой Дворцу детского творчества. А между тем, в это воскресенье, 16 июня, в Якутске на стадионе Туймада состоится 5-й Международный день йоги. И более подробно об этом дне и об этом мероприятии нам сегодня расскажут инструкторы йоги Светлана Карман и Мария Даутова. Доброе утро.
Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что именно будет проходить в это воскресенье на стадионе Туймада? Да. В 7 часов утра, 30 минут в это воскресенье начнется регистрация участников, и в 8 начнется вот полностью мероприятие, посвященное 5-му Международному дню йоги. Вот, приглашаем всех жителей нашего города на это грандиозное мероприятие. Оно будет вообще по всей России проходить. Вот, и все начнется сначала. Вступительная часть будет небольшая, и потом будет суставная гимнастика и полный терапевтический комплекс упражнений. В конце уже будет, да, релаксационная техника шавасана, и также мы будем отвечать на вопросы от присутствующих и поделимся своей вот личной практикой. А кто будет все это проводить? Вы будете, да, проводить, инструкторы йоги? Да, будет на стадионе 8 инструкторов йоги. Также вот полностью организацию будет проводить Мария Ли. Это преподаватель нашей школы, традиционной, да, нашей школы. И это бесплатное, да, мероприятие? Да. То есть любой желающий может принять участие. А нужно ли как-то вот подавать заявку заранее на участие? Нет. Не нужно, да? Заявку подавать не нужно. Можно прийти со своими друзьями, с родственниками. То есть это мероприятие рассчитано на очень широкий круг желающих познакомиться с традицией йоги. Ага. То есть получается, что тот человек, который никогда, может быть, и не занимался йогой, но хочет познакомиться, он может прийти в это воскресенье? Конечно, обязательно. И существует такой стереотип, что йогой могут заниматься люди, только обладающие великолепной гибкостью и отличным отменным здоровьем. Ничего подобного. Как раз йогой могут заниматься люди с любой степенью гибкости и достаточно с разнообразным состоянием здоровья. Йога для того и существует, чтобы гармонизировать физическое здоровье. И поэтому вот комплекс асан, который будет, комплекс упражнений, они как раз направлены на терапевтическое воздействие. И здесь мы должны отметить, что этот комплекс доступен всем, потому что те, кто будут показывать этот комплекс, они будут показывать эти упражнения в более усложненном виде, но также будут и более облегченные варианты. Плюс ко всему прочему, с людьми будут работать еще дополнительные инструкторы, которые будут им помогать, объяснять, и поэтому не возникнет больших затруднений для того, чтобы выполнить не страшно. это. Получается, что как бы будет делиться на несколько групп: начинающие, продолжающие, более продвинутые, да, или это все как-то все будут делать это одновременно. Дело в том, что йога как раз-таки предполагает, что могут заниматься люди с разной степенью гибкости, да, и с разной подготовкой, потому что вот те упражнения, те асаны, которые будут показаны и которые будут исполняться, они рассчитаны на очень широкий круг и имеют широкий терапевтический спектр воздействия. То есть получается, что участники могут быть совершенно разного возраста? Да? Абсолютно разного. И малыши, и люди постарше? Да. Ага. А вот как нужно одеваться и что нужно с собой приносить вот в воскресенье? Это должна быть удобная одежда, например, спортивная, либо вот леггинсы. И еще хочу заметить, что противопоказаний в йоге вот абсолютно никаких нет. Каждый выбирает тот вот комплекс, который доступен вот ему, ну, то есть по своим, да, по силу, по своим ощущениям. Ну, коврики, наверное, надо Да, с собой принести, коврики и воду можно взять. Если будут комары, то, может быть, средства от комаров, если кому-то это необходимо. А по времени сколько это будет длиться вообще? 2 часа. То есть с 8 начала, в 10 все закончится, и можно уже отправляться по своим делам, Да. Ага. Но вы сказали, что вот йога, она помогает, то есть обладает терапевтическим эффектом. Вот. А что именно? Вот, в чем это помогает? Есть какие-то, может быть, истории, случаи? Дело в том, что весь комплекс йоги, он направлен на физическое оздоровление. И здесь мы должны отметить, что вообще любой пришедший в йогу может найти в ней что-то свое. Кто-то хочет улучшить свое физическое состояние, кто-то хочет, чтобы у него тело стало гибким и подвижным. Пожалуйста, йога предоставляет такую возможность. Есть люди, которые хотят справиться со своим эмоциональным состоянием, сложным, да, и здесь йога тоже в этом поможет. Как психолог. Как психолог, да, то есть поможет справляться с такими ныне существующими сложностями, как депрессия, стрессы, да. И здесь тот, кто хочет найти
идти по пути духовного развития, он также, обратившись к йоге, найдет ответы на свои вопросы. Очень интересно. Вы сказали, что нынче пройдет 5-й международный, да, день йоги, 5-й в нашем городе, да, или по всему миру? По всему миру. Дело в том, что премьер-министр Моди, премьер-министр Индии Моди, он внес предложение в ООН о учреждении Всемирного дня йоги. И, в принципе, все страны единодушно поддержали это предложение, и 21 июня по всему миру празднуется этот день. И здесь нужно отметить, что не только в городе Якутске, а по всему миру, во всех странах проходят открытые уроки, всевозможные мастер-классы для широкого круга желающих познакомиться с йогой. И это проходит на открытых площадках, так же, как у нас на стадионе, в парке, в скверах. И квалифицированные инструкторы и преподаватели йоги рассказывают о ней. И используя практические занятия, они доносят эти знания. Что ж, огромное спасибо девушке за интересную, увлекательную беседу. Я поздравляю вас с наступающим Днем йоги. А всех наших телезрителей мы приглашаем в это воскресенье, 16 июня, в 7:30 утра на стадион Тымада, это находится в городе Якутске, присоединиться ко Дню йоги. Но сейчас реклама, не переключайтесь.